Безопасность детей в автомобиле напрямую зависит от родителя. Об этом заявили сотрудники ГИБДД. Самым распространенным нарушением при перевозке детей является не отсутствие детского автомобильного кресла, а его неправильная эксплуатация. Дело в том, что иногда родители покупают автокресло, но не используют его правильно. Посадив ребенка в автокресло, не пристегивают ремнями безопасности, и это приводит еще большим травмам. И поэтому нужно обязательно посадить ребенка в автокресло, пристегнуть его ремнями безопасности, убедиться в том, что ребенок не отстегнул ремни. И тем самым мы спасем жизни наших детей. В правилах дорожного движения прописано, что пользование детским автомобильным креслом и бустером предусмотрено для детей до 7 лет. Отметим, что существуют исключения касательно детей до 12 лет ростом выше 150 сантиметров и весом более 36 килограмм. Таким детям можно ездить сзади без удерживающих устройств. Детское кресло где? Вчера катались, оставили, да. Да. По статистике, за 2022 год было зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В них 118 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, а 3 погибли. Это лишний раз доказывает о необходимости детских автомобильных кресел. В случае нарушения правил для водителей предусмотрены штрафы. За данное нарушение предусматривается у нас административный штраф в размере 3000 рублей согласно статьи 12.23 части 3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Каждому стоит помнить, что ребенок учится правилам дорожного движения, беря пример с родителей и других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице и на дороге не только вашего ребенка, но и других детей. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск.